Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия. Мы сегодня делаем с вами расклад на тему любовного треугольника на февраль. Что хочу сказать. Как обычно, все новинки в описании к этому видео, прогнозы по знакам зодиака тоже. Ссылочка на них будет дана под видео в описании. И мой второй канал, там тоже ссылочка есть. Кому интересно, тот полюбопытствует по поводу второго канала и вообще всех новинок. Итак, что вам нужно сделать? Подумать, о той ситуации, которая у вас сложилась, о тех отношениях, которые сложились в треугольнике, и спросить, как будут развиваться события в феврале. И выбрать свой вариант, мои хорошие. Выбирайте, а я перехожу для вас к варианту номер 1. Ну что, дорогие мои единички, смотрим вас. И я назначаю, как и вы просили в комментариях, это будет сторона супруги, это будет сторона третьей стороны в отношениях, правая. Но если, например, здесь нет официальных отношений, то вы выбираете сторону сами, левая или правая. Просто назначаете себя той или иной стороной и противоположную, значит, своей сопернице. Итак, сигнификатор мужчины в сложившихся отношениях в феврале. Королева мечей. Ну, во-первых, конечно, подходить он ко всему сложившемуся, ко всему тому, как будет складываться эти отношения в феврале, он будет как-то, знаете, немного по-женски, что ли. И, конечно, двойственно. С одной стороны, его это положение устраивает, ему хорошо и там, ему хорошо и здесь. И с другой стороны, конечно же, нет. Хочется некой определенности, и вообще само по себе такое состояние, в личной жизни его, конечно, не устраивает. Он будет сомневаться и взвешивать, как же поступить, как же сделать, что же выбрать. Но, судя по картам, ничего нового, никаких особых ярких перемен тут я не вижу. Мужчина будет нервный, мужчина будет агрессивный, но не на постоянной основе, а попеременно. Сегодня хорошее настроение, завтра плохое. В общем, как погода, как говорят. Будет меняться у него настроение и вообще его состояние и внутреннее, и внешнее. С одной стороны, конечно же, он будет себя показывать и декларировать как мужчину умного, такого состоятельного, хозяина положения. С другой стороны, конечно же, здесь совсем он не хозяин, тут больше он в таком неком зависимом положении от двух женщин, двух дам в его жизни. Мысли мужчины о супруге. Но вообще такие легкие мысли. Ему хорошо с супругой, ему уже все более или менее понятно, все уже ясно, и он подходит к отношениям с супругой, как-то довольно-таки легкомысленно, считает, что в принципе он, чтобы не складывалось, чтобы он не делал, как бы он ни ошибался, он все равно всегда сможет здесь отношения наладить, всегда сможет начать сначала, всегда сможет как-то все это гармонизировать, нивелировать. В общем, в мыслях у него довольно-таки легкий, несерьезный такой подход. В чувствах мужчина понимает, что женщина, супруга, то есть она есть, она не может не есть, он содержит, он мужчина, он хозяин положения, он, в первую очередь, конечно же, муж, в чувствах у нас выпал король пентаклей. То есть тут у него такое хозяйское, уверенное, стабильное положение и чувство по отношению к жене. Тут я не вижу прям таких огромных, каких-то бурлящих чувств у него ни к жене, ни к третьей стороне. Тут больше к жене, наверное, больше привычка. Уже он понимает, что она есть,
И в то же время мужчина к жене относится довольно-таки благородно, с хорошей такой долей благородства и уважения, по крайней мере в чувствах. Но, судя по действиям, он этого в супруге не показывает, но хотя понимает и все осознает. Потому что в действиях у него по отношению к супруге тут обман, тут хитрость, тут мужчина будет действовать так вот, знаете, вот легкой такой поступью, будет прощупывать, как, что, будет просчитывать реакцию супруги, будет думать, взвешивать, анализировать, как поступить, какой шаг сделать, чтобы не нарваться на неприятности, чтобы все складывалось более или менее стабильно, более или менее спокойно, чтобы не было никаких скандалов, нервотрепки. Вот. Как бы так сказать, чтобы не обидеть. Но в общем и целом мужчина к супруге привык и считает, что она никуда не денется. Как бы он себя плохо не вел, как бы он на сторону не ходил. Вот она есть, и она никуда от него не денется. Вот он в этом уверен и в мыслях, и в чувствах, и в действиях. Да, в действиях он будет осторожен, но потому что уверен, что всегда сможет эти отношения наладить и все неприятности убрать, нивелировать. Сигнификатор супруги в этих отношениях — королева жезлов. Ну, здесь, с одной стороны, вы, конечно же, себя, дамы дорогие, чувствуете, все равно вы понимаете, что вы жена, что вы уже такой устоявшийся и такой долгий партнер, да, что между вами уже есть привычка, что между вами уже есть какие-то обязательства по отношению друг к другу. Если есть детки, вы понимаете, что дети, они тоже, да, вас связывают и довольно-таки сильно связывают. И с другой стороны, вы понимаете, что так вы не хотите состоять в таких отношениях, так вас не устраивает. Но ничего вы, судя по всему, не делаете. Вы терпите, вы ждете. А если есть детки, успокаиваетесь в детях. В детях находите свой оплот, в детях находите некое такое успокоение. Но внутри, в душе все горит, все пылает, понимаете, что так продолжаться просто-напросто не может. В мыслях вы осознаете и понимаете, что есть этот треугольник, что от него пока никуда не деться. Вы такое ощущение, да, что с ним соглашаетесь. И принимаете сторону такую вот: лучше я сейчас перетерплю, лучше я сейчас смолчу, авось он увидит, что со мной лучше, со мной комфортнее, что я, вот знаете, такое ощущение вообще по вашей стороне сложилось, что я не приношу проблем, что я такая легкая, домашняя, всегда принимающая, всегда прощающая, и что бы мужчина ни сделал, все равно я люблю, я прощу. Вот такое впечатление складывается о вас, дорогие мои дамы, потому что, да, смотря на все карты с вашей стороны, в чувствах у вас девятка жезлов, а в чувствах у вас такая некая замороженность, некая такая тишина. Сейчас пока непонятно, что происходит. Сейчас вы не до конца не понимаете, что вы чувствуете. Вы заняли такую сторону, когда лучше смолчать, перемолчать. И вам это сейчас нужно, и вам это сейчас необходимо будет, судя по всему. Хочется вам побыть больше одной, как-то побыть наедине с собой и понять, решить, проанализировать, что же вам делать дальше, какой жизнью жить дальше, принимать, не принимать, прощать, не прощать, либо уже бороться за то, что принадлежит вам, за ваше счастье, за вашу семью, за вашего мужчину. Тут такой тихий анализ, без каких-либо с вашей стороны, видимо, эмоций и возмущения по отношению к ситуации, по отношению к супругу. И ваши действия по отношению к супругу — карта Солнца. Ну вот, как я уже сказала, тут такая жена, домашний уют, домашний очаг. С одной стороны, вы будете поддерживать все более или менее стабильно, более или менее гармонично, чтобы он приходил домой, чтобы все было хорошо. И
С другой стороны, тут, как бы вы ему это не показывали, как бы не декларировали, вы будете больше повернуты на себя, на свои чувства. Тут вы до конца не будете ему показывать, что вы чувствуете, что вы думаете, судя по всему, да, как я уже и сказала, уйдете в себя, вовнутрь. Единственное, что здесь все-таки это солнце, да, тут вопрос детей может ярко стоять на повестке февраля, может быть, какие-то вопросы детские будете решать. И опять же, и у мужчины карта Шут тоже может быть намек на детей, о том, что он вас воспринимает в первую очередь как мать своих детей, если, конечно, детки есть. Если деток нет, как я уже сказала, такое к вам легкое отношение, и вы по отношению к нему тоже действовать будете так довольно-таки легко и делать вид, что в принципе ничего не происходит, ничего не случилось. Но на самом деле, конечно, чувства внутри будут кипеть, закипать, бурлить, гореть. Далее. Мысли мужчины о третьей стороне. Ну, он, конечно, видит ее прекрасной, такой, знаете, вот сексуальной и красивой. И в то же время он понимает, что, ну, тоже вот с той стороной ему тоже удобно. Он знает, что эти отношения такие развиваются такими вот очень медленными, спокойными шагами. Но здесь он видит движение такое вот, такое ощущение, что ни к чему, в принципе, не приводящие. Да, есть какие-то отношения, да, есть такое некое движение, но, опять же, это очень медленно, и он ничего от этих отношений не ждет. В чувствах у него по отношению к третьей стороне повешенный. Вот здесь, знаете, такое ощущение, что он в первую очередь через эту связь, да, через отношения с третьей стороной как-то вот сбрасывать, что ли, некий такой негатив. Знаете, вот там он находит какой-то такой заряд, чтобы двигаться дальше, чтобы идти по жизни дальше. И в то же время эти отношения, конечно же, его тяготят. Он понимает, что есть семья, что есть дом, что есть домашний очаг. И в то же время сейчас, на данный момент, в феврале, ему эти отношения также будут нужны, потому что там он находит вот некий заряд эмоций, некий заряд такой силы. Действия по отношению к третьей стороне, жрец, он все равно будет ставить третью сторону на место, будет показывать, что он женат, что у него есть семья, что все равно все отношения с третьей стороной он будет рассматривать через призму брака, да, через призму того, что у него уже есть обязанности, довольно-таки серьезные, семейные, и здесь он не может дать того, чего мог бы дать, не будучи женатым, не будучи занятым, да, уже окольцованным мужчиной. И довольно-таки мудро, то есть он, как сказать, все осознает, да, всю горечь этого положения, этого треугольника. И показывает третьей стороне, что, дорогая моя, ты знала, на что шла, у меня есть семья, и вот я тебе могу дать вот это, все, и больше не проси. Но такой вот мудрый подход. Ну, насколько можно говорить о мудрости мужчины, да. Далее, сигнификатор третьей стороны, шестерка жезлов. Ну, здесь, конечно, дама, она бушует, она метает, хочет, чтобы было так, как в первую очередь хочет она. Такая вот дева-воительница, которая может что-то взять нахрапом, может свое завоевать, может прям вот силой взять свое. И, конечно, женской хитростью, женской мудростью. Тут ума, хитрости и каких-то физических данных даме не занимать. Мысли о сложившейся ситуации, о мужчине. Ну, конечно, она понимает, что мужчина женат,
И как бы не складывались у них отношения, как бы не было ей хорошо, либо плохо, она понимает, что он всегда возвращается к супруге. Как бы у них что бы ни было, он всегда возвращается домой. Это ее, конечно же, не устраивает. Здесь могут быть на этой почве какие-то разборки, какие-то скандалы. Вот она может требовать от него уже решения. Либо туда, либо сюда. В чувствах колесо фортуны у нее по отношению к мужчине. Она считает уже, что этот мужчина для нее хороший шанс. Этот мужчина дан ей, чтобы жизнь изменить, как-то, да, в то русло направить, в которое она хотела, о котором она мечтала. И, скорее всего, конечно, здесь еще и материальный расчет тоже может быть. И в то же время, да, все-таки это больше такой для нее шанс создать и изменить жизнь, начать жизнь с нового витка, уже в качестве занятой либо замужней дамы. Скорее всего, все-таки это кольцо, колесо, да. И в действиях, конечно, тут она будет соблазнять, тут она будет пользоваться всеми своими хитростями, премудростями, внешними данными, может заставлять его ревновать, чтобы он видел, да, что она на нее обращают другие мужчины внимание, чтобы тут у мужчины, знаете, вот взыграло его чувство собственничества, да, и чтобы он к ней возвращался. Вот такой у нас вариант номер 1 сложился на февраль. Я вам, дорогие мои, в каком бы вы положении этот расклад не смотрели, да, будь то супруга, будь то муж, будь то третья сторона, или просто треугольник, да, без официального брака. Я вам всем желаю, конечно же, любви, гармонии, процветания. Пусть этот Гордиев узел уже разорвется, и каждый найдет свое счастье, свою любовь истинную, чистую и взаимную. И жизнь будет чудесной, прекрасной и комфортной. Это была Астарта Сантье. Я с вами прощаюсь. Перехожу к варианту номер 2. Ну что, дорогие мои двоечки, смотрим вас. Любовный треугольник на февраль месяц. Это сторона супруги, это сторона любовницы, да, третьей стороны в отношениях. Если здесь нет официального брака, то выбирайте свою сторону, кем вы будете, левой стороной или правой стороной. Я буду говорить супруга, а вы подразумеваете либо себя, либо соперницу. Итак, приступим. Сигнификатор мужчины на февраль. Выпал у нас старший аркан императрица. Что хочу сказать? Ну, во-первых, в раскладе много старших арканов. Это говорит о том, что месяц будет такой довольно-таки серьезный, в том плане, что важный месяц будет для отношений всех трех сторон, да, для личной жизни всех троих представителей. Мужчина будет подходить к отношениям, во-первых, с некой такой женской позиции, да, ну вот, скорее всего, и наверняка мужчина будет бездействовать, мужчина будет довольствоваться положением, его устраивать будет то положение, которое сложилось, то есть ему хорошо и там, выбор делать он не хочет, он доволен собой, доволен своим положением, видит себя он таким прекрасным, чарующим мужчиной, к ногам которого, ну, я утрирую, да, конечно, грубо говоря, да, падает ниц не одна женщина, а больше, чем одна. Мужчина, знаете, вот получает, скорее всего, от такой ситуации в феврале будет получать, да, некое такое довольство, вот самодовольство, но вот не знаю, как вам объяснить. В общем, доволен он будет положением. Все его будет устраивать, по крайней мере, в феврале. Мысли мужчины о супруге, рыцарь кубков. Ну что, супруга всегда рядом, супруга всегда поможет, супруга всегда поддержит. Супруга – это тыл, супруга – это человек, который всегда подстрахует. И также видит вас, конечно же, дамой эмоциональной, дамой такой,
иногда дальше где-то можете быть импульсивной. Но больше тут, конечно, такая эмоциональность на грани спокойствия. Но вот эти вот импульсы эмоциональные от вас, конечно, исходить могут, судя по вашему раскладу. В общем, он видит ваши эмоции прям вот так ярко и, конечно же, видит вас своим тылом, своим оплотом, но в плане помощи, в плане поддержки. Вот тут некий такой эгоизм с его стороны. Ему нравится, что вы всегда рядом, что вы всегда поможете, и он может на вас рассчитывать и может на вас положиться. Такой какой-то эгоистичный такие некие мысли. Потому что да, я вот весь такой красивый и прекрасный, еще и у меня есть жена, которая мне всегда поможет. В общем-то, я в шоколаде, грубо говоря. Его чувства по отношению к супруге, 4 жезлов. Но опять же, да, конечно, тут некие такие эгоистичные мысли, но в чувствах мужчина понимает, что все равно ему хорошо, ему комфортно с супругой. Она всегда к его услугам. Он в таком выигрышном положении. Дом для него, конечно же, это такой вот уют, это такой остров, где тепло, где комфортно, где светло, где всегда встретят, накормят, напоят, в постель уложат, чай заварят. В общем, ему хорошо с супругой. Он ее рассматривает как вот такую удобную и всегда поддерживающую даму. Он уверен, что всегда вы будете, то есть супруга, да, к его услугам, к его просьбам расположены. Его действия. С одной стороны, он будет диктовать супруге ее место. То есть, грубо говоря, женщина, я мужчина, твое дело кухня, мое дело все остальное. Вот как-то так может быть. Могут быть такие нервные состояния и действия по отношению к вам. Иногда даже может прослеживаться и то, что он нервы свое недовольство может скидывать на вас, по отношению к вам агрессировать, вот быть таким вот агрессором и нарушителем вашего спокойствия и вообще спокойствия в вашем доме. И в то же время будет, знаете, вот такой хитрый такой по отношению к вам подход, когда он уже будет видеть, да, что ситуация накалена, и что вы уже вот терпели, можете сейчас взорваться, и он может быть послан, да, на все 4 стороны. Он сразу займет уже такое положение снизу и скажет типа хорошо. Ну вот, когда он такой вот эмпативное у него вот это чувство по отношению к вам, да, он уже чувствует и знает, где можно еще давить, а где лучше не давить, а занять такую позицию снизу. Где-то даже подчиняющуюся позицию, но опять же это пыль в глаза, метание бисера, и это все временно. Сигнификатор супруги в этих отношениях — аркан умеренность. Вы очень терпеливая, будете терпеть, будете принимать все его выходки по отношению к вам и его отношения к вам. Где-то будете даже, такое ощущение, что прощать, где-то будете даже принимать, и все это будете терпеть. Где-то даже можете смолчать. Но не везде, судя по раскладу. В мыслях у вас аркан колесница, опять же старший аркан. В вашей стороне, дорогие супруги, вообще две карты старших арканов. Для вас это такой вот очень важный месяц. И, скорее всего, вы думаете, размышляете, взвешиваете, как вам поступить дальше, как вам будет комфортнее, как вам будет удобнее. Все-таки по колеснице уйти, да, разрубить этот узел, либо все-таки стерпеть, пережить, переждать и посмотреть, что будет дальше. Может быть, это ненадолго. И хочется вам, конечно же, движения, хочется вам развития. Еще с одной стороны, да, мало того, что хотите
разрубить этот узел, да, и в то же время ощущение, что вы задумались наконец-таки о себе, о своих делах, о своих увлечениях, вот лично о себе, без семейных каких-то ваших обязанностей, без супружеских обязанностей, а именно свои личные увлечения и обязанности. Такое ощущение, что вы захотите некого прорыва, некого рывка вот в своих личных делах. Как-то можете немного переключиться от семьи, от семейных бытовых забот на себя. В чувствах 5 жезлов. Ну, конечно же, здесь агрессия, тут злость, тут нервы, тут метание и шатание. И, конечно же, внутри все будет закипать. Конечно же, внутри вы будете отторгать, да, эту ситуацию, вы не можете ее принять, и вас это не устраивает. В чувствах вы, ну вот, мягко говоря, неспокойны. Пеле у нас, да, это богиня 5 жезлов, она дама терпеливая, но когда ее доведешь, ох, 5-й угол никто не найдет. И вот у вас в чувствах уже вот и прорвется. Прошу прощения, видео прервалось. Далее, действия по отношению к супругу. 6 жезлов. Вот о чем я и говорила. Вот чуть-чуть, немного у вас осталось, и, скорее всего, можете к концу февраля уже устроить ему как бы так сказать, мягенько, разборки. Можете уже высказаться ему, можете уже говорить ему свое недовольство, можете ему рассказать, как и где он может жить, как и с кем он может жить. Может быть, он, конечно, еще и послан с вашей стороны. И в то же время, да, 6 жезлов, это вы можете делать все, чтобы попытаться семью, отношения с этим мужчиной сохранить, отвоевать у третьей стороны свое. И такое тоже может быть. Далее. Мысли мужчины о третьей стороне. 4 мечей. Ну, вот вы знаете, такое ощущение, что он чего-то ждет. Возможно, он понимает, что ситуация уже накалена, и вот-вот третья сторона может сказать ему, что извини, мне все надоело, я больше так не хочу, и может уйти. Вот тут по отношению к ней такое вот некое ожидание ее решения. Как она скажет, как она поступит, что она сделает. В чувствах у него туз жезлов. Ну, говорить о любви тут, конечно, нельзя, о какой-то такой чистой. Тут, скорее всего, желание. Страсть, секс, интим. Тут у него такое вот достаточно бурлящее огненное состояние и желание по отношению к ней. Действие королева Пентаклей. Ну, будет выжидать и ждать, как третья сторона будет себя вести. Может быть, конечно, он тут ей предлагать какие-то бонусы, подарки, помогать материально, но для того, чтобы, скорее всего, получить некое удовлетворение, связанное вот с интимными какими-то моментами. Не могу сказать, что здесь есть любовь, тут есть дикое желание, но и в то же время человек переживает, человек думает, человек взвешивает, что же будет дальше, как она поступит и что она сделает. Вот в таком неком ожидании. И, скорее всего, чтобы продлить эти отношения, мужчина будет одаривать и осыпать некими какими-то бонусами на третью сторону. Сигнификатор третьей стороны, вот 5 пентаклей, вот о чем я и говорила. Он боится, да, что она скажет ему: извини, я так больше не могу, и уйдет. И вот здесь у нее такое желание есть. Вот у нее такое желание есть, ее это не устраивает, она, скорее всего, ему это еще и выговаривает. Она это и говорит, играет умело на его нервах, она знает, на какие точки нужно надавить, знает, что сказать, в какой форме сказать, потому что, смотрите, в мыслях у нее аркан жрица. Это очень мудрая, очень умная, такая ведающая дама.
И смотрите, не для всех. Для некоторых просто маленькое предупреждение, что если дама, например, увлекается, вот третья сторона, эзотерикой, магией, то вот здесь она об этом думает, она об этом задумывается, что, может быть, нужно уже и к этим вот, не хочу проговаривать, чтобы не случилось, но в общем, вы понимаете, да, что может воспользоваться нужно и этими услугами, этими действиями, чтобы добиться своего. Потому что тут еще может быть и злость, и нервы на то, что мужчина в таком положении, мужчина доволен, мужчину все устраивает, он не хочет принимать решения, а ждет действий от нее. А она, будучи хитрой, она не хочет показывать ему явного своего желания, явных своих действий. Она может это делать хитро и мудро, уже этот шаг обдумывать, но так, конечно же, чтобы он не догадывался, чтобы он не знал. Это ее мысли, ее чувства, 7 мечей. А вот знаете, вот как бывает, да, психология, когда долго ждешь, когда такие отношения, треугольники складываются довольно-таки давно, третья сторона уже из принципа хочет увести мужчину из семьи. А когда он все-таки уходит, да, приходит с чемоданом к ней, она осознает, она и понимает, что он-то мне и не нужен. Вот ей хотелось больше доказать себе и доказать окружающим, что она способна увести из семьи. Вот тут такие чувства, тут злость, раздражение и желание именно доказать, желание всем показать, что он упал ниц и что она для него все. Действие опять 7, да, 2 семерки, 7 кубков. Тут она будет хитрить, тут она будет юлить, конечно же. Тут она не показывает истинное свое лицо. Она действует поступательно, такими мелкими шажочками, но вот капля за каплей, как говорится, вода камень точит, она потихонечку будет добиваться своего, чтобы это ей не стало. Почему? Потому что, смотрите, в мыслях уже, как я и сказала, жрица. Вот тут она может уже обратиться к некому практику, либо задумываться о том, чтобы обратиться, чтобы все-таки этот треугольник решился в ее сторону. Такое ощущение, да, что это же для нее некое дело принципа. Вот такой ее каприз. Так что, дорогие мои, обратите на это дело внимание. Не у всех может проиграться, но такое случиться может. Вот такой у нас вышел второй вариант. Любовный треугольник на февраль. Я всем участникам желаю, да, данной ситуации, чтобы в ваших жизнях были экологичные, гармоничные, полные любви и гармонии отношения. Чтобы жизнь была легкой, чтобы жизнь была богатой, сытой, беззаботной и без всяких вот таких неприятных, тяжелых ситуаций. С вами была Астарта Сантия. Обратите внимание на мой второй канал, кому интересно. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Троечки, смотрим вас. Любовный треугольник на февраль. Левую сторону я назначаю стороной супруги, правую третьей стороной в отношениях. Да? Если здесь нет официального брака, то тут, пожалуйста, выбирайте сторону сами. Либо левая, либо правая. Назначайте себя сами, а соперница получается, как логично, да, противоположная сторона. Далее сигнификатор мужчины в этих отношениях в феврале. Король Пентаклей. Мужчина тут благородно относится к и той стороне. Мужчина тут занимает такую сторону выжидающую. Мужчина особо бездействует. Мужчина особо никаких усилий, никаких действий прилагать не будет никто ни к этой стороне. У нас еще и так интересно выпали в действиях и к первой, и ко второй стороне старшие арканы. И сигнификатор еще у нас король Пентаклей. Мужчина может в феврале как-то поддерживать материально и ту, и другую сторону, но это максимум, на что он будет готов. То есть решение в этом месяце мужчина не примет.
этот узел не разорвется. По крайней мере, такой инициативы от мужчины исходить не будет. Его мысли о супруге, 4 кубков. Ну, здесь, знаете, такая, в первую очередь, это, конечно, привычка. Привычка, и мужчина понимает, что уже супруга — это прочитанная книга, что здесь все ясно и понятно. Это с одной стороны. А с другой стороны, он, опять же, ждет от супруги, от жены каких-то решительных действий. Сам же он их принимать не будет. Вот он ждет, что же сделает супруга. А знаете, такое ощущение, что по выпавшим картам либо у вас, дамы, супруги, уже есть на примете некий другой мужчина, либо он так думает и подозревает. Его чувства к супруге, карта «Страшный суд». Вот здесь такое ощущение, что мужчина понимает, что на что мы боролись, на то и напоролись. Вот опять же тут намек на то, что мужчина подозревает, что у него уже появился соперник. И здесь в чувствах, вот знаете, сейчас, минутку, как вам донести свою мысль? Вот, знаете, судя по вот этим 3 картам, тут такое некое возрождение. Тут, потому что у нас еще и карта смерти на действиях, то есть здесь такая будет быстрая трансформация, то есть он переобуется. Если он, например, в январе вел себя по одной дороге, да, как-то одну роль с вами играл, то в феврале он может резко переобуться. Почему? Потому что будет думать о том, что у него появился соперник, о том, что есть конкуренция. И вот тут в чувствах, как, знаете, как возрождение, потому что он уже привык, все-таки это у нас земля, что вы принадлежите ему, что вы всегда рядом, что вы всегда поддержите. И в действиях тут трансформация. Я тут не вижу каких-то ярких особых действий. Единственное, что может быть неожиданно от него, он сделает шаг такой резкий навстречу по отношению к вам, ударит кулаком по столу и скажет: ты моя. Потому что у нас тут страшный суд и смерть, да, вот он вдруг переобуется и скажет: нет, дорогуша, никуда ты от меня не денешься, будешь всегда рядом. Но особой любви, особых чувств к вам я здесь не вижу. Тут сыграет больше вот это чувство, да, что вы ему принадлежите, что вы его и не можете быть ничьей. Вот эта конкуренция внутренняя, его инстинкты мужские, да, то, что он вожак стаи, да, и в стае может быть один альфа, вот и это он. Вот у вас не может быть никого другого. В действиях он это может резко показать, поставить, как бы пытаться поставить вас на место, что и даже смотрите, если у вас там что-то завязывается, что-то уже закручивается, у нас тут короли у вас повыпадали в вашей стороне, дорогие супруги, жены, то вот он может тут резко как-то помешать, либо вмешаться в вашу уже ту историю, которая у вас может случиться уже не с ним. Вот такой вот он у вас собственник. Сигнификатор ваш, король жезлов. А вы, дорогие мои дамы, супруги, очень мудры, очень умны, очень так вот. Вы зрелая женщина, умная, вы четко понимаете, да, что происходит и у него, и у вас. Четко знаете, чего вы хотите. У вас в мыслях старший аркан суд. Ой, прошу прощения, солнце. То есть здесь вы четко и ярко понимаете, к чему все это ведет, как складываются отношения и чего вы
можно ожидать от мужчины, от супруга. Также вы будете четко и ясно показывать ему, что и вашу позицию, и ваше желание, что вас это не устраивает, что вы дама самодостаточная, вы дама гармоничная, и вот такого положения вы недостойны. Вот это вы будете ему показывать, декларировать, что вы еще ого-го. И, конечно, у вас есть ухажеры, мужчины, желающие быть с вами и падать ниц к вашим ногам, да, в штабеля, и что это такие мужчины всегда, как кошины, вокруг вас летают, и поэтому вы одна никогда не останетесь. Вот это вы будете ему показывать, это будете ему декларировать, об этом будете ему говорить, будете думать. И это, скорее всего, в жизни так и есть. Ваши чувства по отношению к нему. Конечно же, эмоций здесь много. Эмоциональность тут зашкаливает. И в то же время, знаете, вы умны и мудры, и очень умеете мудро и так вот тонко, незаметно для него и манипулировать. Вот тут вы знаете, куда нажать, на какую кнопочку, чтобы мужчина к вам повернулся все-таки лицом. Скорее всего, что вы уже и сделали ранее, судя по всему, судя по его действиям и чувствам. Вот сейчас он задумался, что от чего это я должен отдавать свое, а это все мое. Вот чувство собственничества у него зашкалит. Вот эта стрелка, она перейдет уже в красную зону, да, его. И он будет предпринимать какие-то резкие, неожиданные для вас действия в вашу сторону. А почему? Скорее всего, потому что вы уже сделали свой шаг, сыграли, такую вот рокировочку уже провели, и мужчина вдруг стал задумываться о том, что потерять вас он не хочет. Его мысли по отношению к третьей стороне, аркан Маг. Вот здесь дама тоже умная, хитра, и он понимает, что там дама тоже самодостаточная вот девушка. И, знаете, она тоже вот в его мыслях он понимает, что сильной заинтересованности с ее стороны он не видит. Там тоже дама самодостаточная, да, он думает, дама такая самостоятельная, и она строит отношения с ним так, как в первую очередь удобно ей, чтобы ей было комфортно, чтобы ей было удобно. Вот это в мыслях он и о ней содержит. И он как бы, да, думает, что он супер хороший, супер альфа, супер тоже умный, самодостаточный, но на самом-таки деле женщины им крутят и вертят. Чувства по отношению к третьей стороне мужчины. Ну, здесь, конечно, он понимает удобство в первую очередь, комфортно. Тут он может еще и оценивать ее вот эти качества, деловые, ее, конечно, интеллект, ее ум, ее подход вообще к нему и к отношениям. В общем, ему это нравится, его это устраивает. Также пентакли. То есть здесь общий язык, общие точки соприкосновения, они есть у него однозначно. И действия. А в действиях активных никаких действий по отношению к ней не будет в этот период. Если к вам он может как-то резко переобуться, что-то где-то обрубить, чему-то вашему там помешать, вот уже ваша сложившаяся история, если она есть. А вот здесь он будет думать, а стоит ли, и как, и что, а почему, и взвешивать, и будет тянуть резину. Сигнификатор третьей стороны, да, соперница, рыцарь пентаклей. Ну, она здесь, конечно же, будет показывать свою самодостаточность, то, что она прекрасна, что она притягательна, что она самостоятельна, самодостаточна, с одной стороны, да, и, в принципе, она может и без него, как вот он примерно ее и видит, что она справится и без него, что он ей, в принципе, не нужен,
вот знаете, такое, иногда даже некое такое пренебрежительное, что ли, отношение к нему, но это все такой вот тонкий расчет, чтобы мужчина всегда тянулся, чтобы мужчина всегда завоевывал, чтобы у него срабатывал этот инстинкт охотника. Ее мысли по отношению к мужчине, десятка кубков. Но она понимает, да, что ей в первую очередь с ним хорошо, комфортно, тепло, гармонично. Она рассматривает его уже как своего партнера по жизни. Я не говорю супруга, но вот такого партнера для неких семейных отношений, для быта, для комфорта. Она уже отношения с ним рассматривает, она видит его в этой роли. Ее чувство, двойка мечей. Вот знаете, вот эти ее хитрые, мудрые, такие вот просчитанные шаги, да, стратегические, в чувствах она может мириться с тем, как складываются отношения сейчас. Потому что и у него здесь в действиях правосудие, а у нее в чувствах тоже здесь это богиня Фемида, богиня, которая заключала сделки, да, которая была неким таким служителем закона, служителем порядка, да, чтобы все было по закону, чтобы все было по праву. Вот тут она понимает и сознает то положение, которое сложилось, она принимает, что сложился треугольник, и она ждет, что это все решится достаточно спокойно, достаточно гармонично. Но вот потому что она все-таки это пентакли, да, опять же, она земля, она может долго ждать, долго тянуть, долго идти к цели, но как вот есть цель, есть препятствия, да, но ничего, я подожду, я преодолею, не дойдем до катания. Вот здесь она может добиться и думать, что добиться своего в чувствах, она соглашается с этим. Ее действия королева жезлов. Но это мудрые, спокойные действия. Тут, кстати, есть, конечно же, намек еще и на эзотерику, но это проиграется у единиц. Королева жезлов у нас может показывать практиков, которые практикуют, да, занимаются эзотериками, энергетическими практиками, связаны с эзотерикой. Вот здесь вот она может еще, знаете, вот как, например, ну просто, например, гадать на картах Таро и тоже видеть, что там отношения, в какую сторону движутся отношения в треугольнике. И также она готова ждать, сидеть на вот этих самых двух стульях, да, вроде как и есть мужчина, вроде как и нет мужчины. Она готова ждать и терпеть. Вот такая она терпеливая и стратег, скорее всего, по натуре. Вот такой вышел у нас вариант для троечек, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего, любви, чистой, гармоничной, комфортной для всех. Жизнь пусть будет полна чудес, красоты, радости, всяких прекрасных прикрас. С вами была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем удачи!